Маяк на Иртыше. Путь к причалу хорошего настроения. Здравствуйте, друзья! Добрый вечер всем! Мы снова с вами на волнах Маяка. А вот знаете ли вы, что сегодня во всем мире очень популярен, не просто туризм, кстати, был популярен всегда. Сегодня очень модно одно из его направлений такое, которое подразумевает погружение туристов в среду коренного населения, знакомство с местной национальной культурой. Так вот сейчас цитирую. Этнический туризм может рассматриваться как одно из возможных стратегических направлений сохранения и развития экономики традиционного хозяйства, способствует сохранению культурного наследия и является фактором устойчивого развития территорий. А вот так ли это, мы сегодня и будем разбираться. В студии «Маяка» сегодня Михаил Кузин и Елена Щетинина. Здравствуйте, Елена Витальевна. Добрый вечер. За операторским пультом нам помогает Сергей Лазюк. Сергей Иванович, привет. Вот, на календаре середина недели, и в эфире, как вы уже наверняка догадались, наша традиционная рубрика. Что это? Жернова? Где? На мельнице истории с Борисом Мельниковым. И, как вы уже наверняка поняли, гость нашего эфира – историк и археолог Борис Мельников, но пришел он к нам сегодня в студию не один. Я представлю еще одного гостя – это Камиль Сейфуллин, сопредседатель Совета региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият». Вот так она называется. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Ну и я напоминаю, что телефон на прямого эфира 650555, 650511, номер Вайбера и WhatsApp для интернет-сообщений 8 962 034 11 99. Так что пишите, звоните, задавайте вопросы нашим гостям. Может быть, вы сами когда-то участвовали в таких акциях этнотуризма, может быть, вы сами посещали национальные, поселения, наверное. Вот что вы, может, вы умеете готовить какую-то национальную кухню, вот об этом тоже можете рассказать, не только вопросы, но и свои впечатления. Еще раз напомню, 650555, 650511, 8 962 034 11 99, это уже Вайбер и WhatsApp. Начнем. Да, можно. И СНМСС. Яхшебус. О, я попал, правильно я выговорил? Внезапно. Я поздоровался, видите, по-татарски, друзья мои. Итак, давайте начнем. Прежде всего, чем сегодня может похвастаться национальная культурная автономия Омской области, татарская? Национальная культурная автономия татар Омской области. Мы проводим многие мероприятия на территории нашего региона, в том числе Сабантуй в Омске, региональный, который в прошлом году проходил в июле в сквере Дружбы народов. Проводили его именно мы. Ну и в прошлом же году мы подали заявку весной в фонд президентских грантов для того, чтобы развивать этнотуризм на территории Омской области. Летом мы выиграли, и вот сейчас у нас идет реализация проекта. А вообще трудно выигрывать президентский грант? Что для этого вообще нужно? Это очень модно сейчас. Во-первых, я думаю, нужна команда. Вот вы второй человек, которого я вижу, который выиграл президентский грант. А первый выиграл Борис Щербаков, который на яхте Сибирь. Сергей. Сергей Борисович. Сергей Борисович Щербаков, прошу прощения, да. Который я сейчас думаю, он в не Чили. обидится. Да, он сейчас на самом краю идет, в Аргентине. Ну, я могу Ушуае, сказать, что тот этап весенний, когда мы стали победителями вместе с яхтой Сибирь, у яхты Сибирь. То есть вы вместе с ней? Да, у них была заявка на 10 миллионов рублей, им одобрили. У нас 3 миллиона рублей. У них та заявка являлась самой крупнейшей из Омской области, которая была одобрена. Ну и все остальные уже были чуть меньше наших, там от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. То есть вы на втором месте, да, получается, после яхты Сибирь? Третье или четвертое было в тот момент. А какие документы надо собрать? Что нужно для этого сделать? Заявку подать какую-то? Для того, чтобы подать заявку в фонд президентских грантов, нужно зарегистрироваться на сайте, нужно ознакомиться с документацией. Сначала создать надо организацию, прежде всего. Ну, естественно, нужно иметь общественную организацию, Конечно, которая не занимается политическими делами, да, потому что политические, связанные с политическими структурами общественные организации не могут претендовать. Во-вторых, нужно иметь хороший опыт работы, нужно иметь Там не меньше года. Да. И нужно иметь, естественно, подтверждение. Любая общественная организация, которая проводит мероприятия, она делает свои публикации в социальных сетях, на сайте. То есть все это можно отследить, посмотреть и проверить, что действительно такая организация есть. Она действительно проводит
То, что несет вклад действует, положительный, работает, да, конечно. не просто числится. Ну вот я на нередко, бумаге, да. кстати, сталкиваюсь вот с такими, даже не скажу, что точками зрениями, а высказываниями. То есть люди, которые не имеют никакого представления о том, как функционирует грант, считают, что вы получили деньги и все. И можете делать с ними все, что хотят. Вот какая потом идет отчетность по гранту? То есть нужно объяснить, что это нужно действительно провести работу и потом еще и читаться. То есть да. деньги дают на какой-то проект. Да, я так то есть понимаю, что да? потом нужно сделать? И, естественно, ну, я не рассказал, конечно, изучив документацию, нужно написать заявку многостраничную. Заявка не должна содержать ошибок, она оценивается независимыми экспертами, и, получив достаточное количество баллов, вас признают победителями по итогу. Естественно, в дальнейшем это самое начало, победа — это самое начало. Нужно делать информационные отчеты, публиковать материалы в социальных сетях, на сайте. Нужно публиковаться в средствах массовой информации. Естественно, сегодняшнее мое появление на радио не случайно, мы заинтересованы. Ах, как, Использовали нас. Мы да. заинтересованы, Правильно, хорошее дело конечно, нужно да, поддержать, все верно. доносить информацию до мечей, до жителей области о том, что мы работаем, мы не сидим сложа руки, выиграв грант. И в дальнейшем уже идет финансовая, бухгалтерская, юридическая отчетность. Это уже работа. Ну, давайте дальше Да. уже, технология. Ну, такая, и я что просто механизм. хотел бы еще добавить два Конечно, слова, Валерий что Викторович, получение гранта — это не значит получение личных средств. То есть, так сказать, получение какой-то зарплаты и прочие вещи. То есть большая часть этих средств, 90% минимум, да, ну там часть уходит налоги, да, а на зарплату идет такой минимум, что все средства тратятся на непосредственно выполнение проекта. Ну, в фонде президентских грантов все-таки ситуация получше, чем в субсидиях грантах Омска и Омской области. И там зарплаты есть, потому что... Но она все равно минимальная. То Она есть не такая большая, но она есть, конечно. Ну, правильно, если я проект реализовываю, я должен на что-то жить. Да? Конечно же, да. Это Еще раз напомните, я, видимо, забыла, упустила. Когда вы получили грант? Грант мы выиграли в конце мая 2019 года, а написали, подали мы его еще в феврале-марте прошлого года. Вот год что назад. уже заканчивается отчетный период или еще он продолжается? Отчетный период был за 2019 год, у нас реализация 1,5 года длится с середины 2019 до конца 2020 года. Давайте оставим бухгалтерскую тему. Но тем не скучно, менее, всё равно понятно. ей-богу, скучно уже, да. Давайте о проекте-то поговорим. Когда упоминаются деньги, ничего не скучно. Уже неинтересно, да. Чужие Чужие деньги деньги. это Ну неинтересно. да. Чужие это неинтересно, конечно. Человек рассказывает об этом, конечно, до сознанием дела, а тут мы сидим завидуем, можно так сказать. Но они не чужие, Что за поскольку на проекты? народную А как культуру, вот да. отбирают проекты, например? Вот я не знаю, я, например, хочу построить, например, ну, не знаю, социальную автостоянку, например. Кто-то хочет построить, я не знаю, там, приют для домашних животных. Вы что предложили? У нас была идея о том, что где-то нужно сделать образцово-показательное село, чтобы можно было привезти туристов, можно было привезти гостей, которые приезжают в Омскую область. А чем Да. это село будет отличаться от других сел? Село Уленкуль, которое мы взяли, базовое, это Уленкуль. Уленкуль, да. Не Уленкуль, Уленкуль. Ну, татары говорят Улянкуль, для русских я слышу Уленкуль более привычное. Мгм. Уленкуль — это Большереченский район, 280 километров от города Омска. Чем она особенна? Это деревня бухарцев, сибирских татар. Бухарцы, которые много столетий назад пришли в Сибирь для торговли, для продвижения ислама в Сибири. И сейчас в этом месте, это чисто этнически татарская деревня, где 99% татар населения, сохранился язык, преподается татарский язык в школе. В школе же имеется 3 музея этнографических. Весь быт, родословные, все, что можно встретить в Уленкуле, местные жители собрали старательно. Не, ну вот оно уже есть там. А ваш-то проект какой? Наш проект, мы сейчас в Уленкуле выкупили дом, Так. будем создавать подворье сибирского татарина. Дом и землю. Какой эпохи? Ну, мы хотим ориентироваться на 20 век, начало, середина 20 века. То есть этот дом, ему лет 80, 5 стенок. Сейчас, пока зима, холодно, работы приостановлены. Мы осенью много сделали, огородили территорию, мы сделали колодец, сейчас амбар готовится. И сам дом реконструируется для того, чтобы
Друзья мои, я вот предлагаю вот просто так для атмосферы вот этого Улен-Кулен, давайте мы послушаем одну старинную татарскую песню. Она, кстати, из фондов Омского дома радио. Биргәнсең син миңа ал нурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың, биргәнсең канатлар талпыныр чагында, балалык рәхмәтем җырында чагыла. Камиль, о чем поется в этой песне? Пока с вами общались, я не прислушался к словам. Я слышу, что это язык поволжских татар, не сибирско-татарский. Я являюсь сибирским татарином и знаю разговорный язык от родителей. Да, я родился и вырос в Новосибирской области. Так сложно-то у вас все. Да. То есть диалекты очень сильно отличаются? Ну, отличаются. Мне сложно на самом деле понимать язык поволжских татар. У меня в школе не было преподавания языка, а в Омской области в 8 школах татарский язык преподается. Ну, давайте, раз уж к истории вопроса мы вернулись, да. Борис Викторович, сибирские татары. Ну, изучали вы их как этнограф и археолог, историк, изучал, писатель? Да, тоже так случилось. Если коротко сказать, ну вот Камиль упомянул бухарских татар, да, которые в Улен-Куле живут. И опять же вот такой интересный момент, который для непосвященного кажется, ну какая разница, да, тут на татарском языке поют, а он не очень хорошо понимает, о чем идет речь. Дело в том, что существуют различные группы татар, и в том числе те, которые живут в Сибири, там барабинские татары, там каурдакские, саргатские татары, бухарские, тобольские, заболотные, чатские и так далее и тому подобное. Вот. Большинство из них имеет свои диалекты, да, то есть понятно, что корень общий, но литературный язык это, в общем-то, язык поволжских татар, ну, да, казанский, так скажем, вот. Это литературный считается. А вот многообразие вот этих групп татар, оно как раз связано с той сложной ситуацией, когда этнос формировался, поскольку особенно в Сибири здесь особенность то, что вот эти вот группы различные, они формировались с участием еще какого-то местного компонента. Здесь и хантыйские элементы были, и мансийские, и селькупские, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, собственно, и отличие, оно иногда не только даже на уровне языка, но даже антропологическое, то есть по внешнему виду, в принципе, специалист может отличить. И вот по поводу бухарских татар, действительно, это очень интересная группа, она появилась достаточно рано, но во всяком случае, из того, что нам известно. Ну, бухарские именно из Бухары? Да, это выходцы из Средней Азии, совершенно верно. Выходцы из Средней Азии, и, которые... я жил в Узбекистане. Да. Хушки-Лепсис. Добро пожаловать. Традиционно, да, бухарцы занимались именно торговлей, да, бухарские... У нас были отдельные волости бухарские, если мы посмотрим там, допустим, на карты конца 19-20, начала 20 века, у нас прям отдельные бухарские волости на территории даже нашей Омской области есть. То есть далеко же, несколько тысяч километров. Ну, торговля, в общем-то, заведет далеко. У нас, вы знаете, вот, к примеру, кости верблюда у нас находят вот вдоль Иртыша там и 11 век, и 13 века. И, кстати, не забудьте, что даже вот гибель Ермака, она связана с тем сложным сообщением о том, что Кучум захватил караван бухарских татар. Ну, бухарцев точнее, да, которые шли уже по проторенным путям, то есть традиционно занимались, поскольку люди занимались торговлей, здесь, естественно, они должны были знать и счет, и письмо, да, то есть они были достаточно людьми грамотными, учитывая, что из Средней Азии, в общем-то, здесь и продвигалось и образование, и ислам в том числе, в общем-то, то есть считается, что именно бухарцы это вот... Ну да, как утверждают историки, да, что в свое время, вот в древнее время, самыми, скажем так, сейчас молодежь говорит, продвинутыми людьми как раз купцы и были. Да, они были грамотными, да, они были воинами, потому что надо было караваны охранять, они знали астрономию, географию. И нужно было расширять рынок
рынок торговли. Конечно, Да, да, безусловно. Они были очень такими людьми, такими Поэтому вот авантюрного склада такого, да, в хорошем смысле. именно вот этот вот выбор, да, что у Ленкули мне очень понравился, считаю совершенно обоснованным и интересным. А опять же, смотрите, если есть письменная традиция, а она есть, к сожалению, там в 30-х годах известный случай, когда людей репрессировали просто за то, что находили у них книгу на арабском языке, поскольку те, кто этим занимались, они не понимали, что это за книга. Раз на арабском языке, значит Коран, да, борьба с религией. Писали на самом деле на татарском языке, арабскими. Совершенно верно, да. То есть грамотность распространялась именно на арабском языке среди татар. Вот. И поскольку, я говорю, здесь, в общем-то, письменность была у бухарских татар достаточно широко, грамотность, точнее, распространена, да, то, соответственно, традиции дожили до нашего времени, поэтому совершенно верно. О традициях, друзья мои, скажите, вот, Камиль, вот село Уленкуль, да, оно единственное в своем роде такое? Если взять по бухарским татарам, у нас есть и в Сидельниковском районе деревня. Юрты-Уйск, да, это бухарцы тоже. А если брать дальше, Муромцевский, Татарский, Теврийский, Устишимский, там различные группы. Есть и поселения поволжских татар, которые приезжали сюда и в 19 веке, когда не хватало земель. Ребята приехали, поселились, освоились и по соседству с сибирскими татарами. Большинство смешанные, то есть там разные группы татар, там даже вот названия улиц разные, концы разные, деревни, в общем. А как вот именно с традициями? То есть если они разнятся, как? Или они уже смешались и стали такой, в принципе, унифицированной общей Сейчас, традицией? я думаю, телевидение, интернет, радио все-таки в 20-21 веке больше унифицирует. В Сабантуе у нас, я так понимаю, нельзя сказать, что это праздник сибирских татар, все-таки это... Это же общий праздник. Да, теперь уже общий, да. Да, Сабан-Плуг, праздник плуга, в общем-то, да. А праздники сибирских татар, вот кто-то на реке проводит праздник ледохода, а у Ленкуле нет реки, только озеро, и там о нем не знали, к примеру. А те, кто живут на берегу Иртыша, они праздновали не 100 и 200 лет назад ледоход. Вот все равно же получается, что вот на праздники, на тот же самый Сабантуй приезжает очень много не татар, так сказать, то есть русские приезжают и так далее. Вот вы обратили внимание уже, там, как правило, же на этих праздниках очень богато представлена традиция, то есть еда, сувениры, там, народные изделия, костюмы, непосредственно сами вот эти вот игры. Вот что пользуется наибольшим интересом у людей со стороны, которые знакомы с традицией поверхностно, там, по каким-то книжкам, может, вообще не знакомы. Вот что нравится? Еда, наверное. Парни, многие, кто занимается спортом, вообще звонят заранее, просят предупредить, потому что они хотят поучаствовать в борьбе куряж национальной, и они идут именно на борьбу. Зрелищно, эффектно, и можно все-таки попробовать выиграть барана, главный приз. А дети, да, детям абсолютно все равно, любое развлекательное мероприятие, они готовы участвовать, бегать, прыгать. И детям, как правило, нет разницы, какой национальности, кто там играет. То есть сейчас, кстати, можно записаться на борьбу, да, получается? Борьба у нас ведут ребята. Сейчас при содействии Радика Миниханова, председателя автономии, создается федерация по борьбе. Кстати, почему он сегодня не пришел к нам в эфир? Да, Радик Миниханов, председатель автономии, сегодня уехал в Тару. Город Тара, у нас проходит конкурс чтецов имени Мусы Джалиля, знаменитого татарского поэта. Хорошая какая новость, замечательная, да. С северных районов сегодня съехались ребята. Там на татарском языке будут читать или и на русском тоже? По правилам, да, и на русском, и на татарском. Муса Джалили на русском, на татарском писал, поэтому в прошлом году я был на этом конкурсе, читали где-то в равной мере на 2 языках. Муса Джалиль, герой Советского Союза, мы знаем, конечно, замечательный поэт. Да. Кстати, я могу от себя добавить, да, вот Елена, вы спросили, что пользуется особой популярностью. Я 2 раза был, да, 2 раза, по-моему, да. На Зеленом острове проводили. На Зеленом, да, уже года 2 не проводим там. Особой популярностью пользуется чак-чак. Мы с трудом смогли найти, потому что, в общем-то, съедают, покупают. Редкость, это лакомство известное очень. Рецепт можете сказать чак-чака, как вот человек, который знает, наверное, его со всех сторон? Чак-чак, на самом деле, я сам не готовил, а, естественно, видел. Давайте так прежде всего, что это вообще? Во-первых, это мучное изделие, которое делается из шариков, потом обволакивается
мед, и все это выглядит аппетитно, вкусно, сладко и очень высококалорийно на самом деле. Это очень важно. А долго он сложно готовится? Вот вы видели, как вот его готовят непосредственно? Вот. На самом деле нужно мед. Мед, мука. Самое главное, да, качественную мед купить. И желание, прежде всего, да, его сделать, да. А там уже интернет вам в помощь, друзья, можно, ну, или опытный человек, который это умеет. Но я делать, так да. скажу, что не очень просто приготовить хороший чак-чак. А вы Очень. пробовали Конечно. готовить? Конечно, пытал. Он отличается. Где-то бывает слишком да. приторный, потому что если взять мед неестественный, не натуральный. Даже натуральные пропорции, потом, ну, мед же разный тоже, ну, не будем мед. Ну, это как в Узбекистане, знаете, как в Узбекистане, вот сколько видов плова в Узбекистане? Всегда такой вопрос задают. Вот сколько живет узбеков, Да. столько и видов плова. Каждый готовит по-своему, да, поэтому что говорить. Ну, давайте об Уленкуле поговорим. 280 километров от Омска. Да, согласен, далековато. Да. До Большеречи надо доехать сначала. 200 километров, да, до Большеречи. Потом 80 километров до Уленкуля. Да. Дорога-то там есть? От Больной Большеречи мы едем 40 километров по трассе в сторону Тары, и поворот идет на Уленкуль 37 километров на повороте. Есть там дорога? Там дорога щебенка, ну, то есть не асфальтированная. Летом, да, бывает... Ну, говорите уж, как есть. Иногда бывает, конечно, в дожди сложно проехать. Сегодня Миниханов уже был, в Уленкуль по пути заехал, сфотографировался со школьниками, посетил их, посмотрел, как там идет строительство. И мы-то на что мы основываемся и ориентируемся. В Большеречи есть зоопарк, куда очень много мечей ездит. Там же старина сибирская, на котором мы тоже ориентировались. Это тоже, кстати, старина сибирская, это, да, это этнографический комплекс, но который русскую культуру. Вот. Ну, в старине сибирской в 2012 году один дом был Проецирует. оборудован под культуру сибирских татар. Да. Именно Уленкуль там Там не только выставлялся. русские, да, Ну, совершенно выставлялся. Сейчас просто чисто Уленкуль, русская, да. вот мы Да. были осень. Да, старина Сколько? сибирская, чисто русская. Есть какая-то казахская юрта у нас где-то на юге области, тоже вот такая вот. Да, Да, Радюку, в скорее плане всего, такого имели. этнографического, такого туризма, такого. Ну, значит, ваше это Вот Примерно. сколько ваше примерно гостей может выдержать ваш комплекс? То есть, если человек приезжает, то есть класс привезти. Сейчас об Уленкуле мы поговорим подробнее. Там, Ну, кто будет ладно. вести экскурсии. Я сейчас про дорогу все говорю. Вот, Борис Викторович, вот наши знаменитые 5 озер. Сложно доехать? Да, сложно, да. Вот проблема-то как Сложно. раз у нас проблема с коммуникациями. Но людей это не останавливает, люди едут в Муромцево. Ну, вот останавливает. Я, поскольку Раз этим съездил, больше не поедешь, занимаюсь этим, да, Как бы вот останавливает. такого не было с Уленкулем, а нельзя ли как-то подумать вот так? Вот вы сделаете там хороший, я надеюсь, ну я даже верю в это, хороший такой комплекс такой, значит, вот быта, значит, сибирских там татар, значит, бухарских татар, ну неважно. А вторую часть, может быть, второй раз грант уже на дорогу сделать. Это, с одной стороны, будет и туристов туда привлекать, и местным жителям очень Михаил, поможет. Вы, Михаил, человек как непросвещенный, не знаете, видимо, Я что мечтатель, грант- блядь, мечтатель. романтик. блядь, да. Грант, фонд президентских грантов, эти цели, задачи не закладывает, строительство там капитальный ремонт даже. Поэтому это все вопрос к областному правительству, где и как они. когда будут Ну давайте проводить. областному правительству потом поставим вопрос. Мы сейчас даже не этой задачей. Ну вот вы построите, а туда не доехать будет. Ну кто туда поедет тогда? Мы хотим Просто включить деньги на ветер. комплекс, который мы сейчас строим, в комплекс старины сибирской, чтобы была возможность туда приглашать гостей. Те, кто приехал в старину сибирскую, вот смотрите, есть возможность съездить, посмотреть старинную сибирскую деревню, где живут татары-бухарцы. А автобус какой-нибудь полноприводной можно на президентский грант приобрести? Нет, это тоже. Ну а почему? Который будет возить туда экскурсантов, туда-обратно? Нет, вы немножко. В этом нужно не сильно погружаться, нужно смотреть практики, кто что. В гранте все, не в гранте, а в документации, как правило, все прописано, на что, на какие цели. Ну, друзья, ладно. Да, давайте это очень оставим. это У меня, очень как у долго романтика, обсуждать. сегодня какой-то скептический настрой какой-то такой несколько. Давайте мы прервемся сейчас на короткие новости, после чего вернемся в студию и продолжим наш разговор. Конкретно уже поговорим об Уленкуле. Что там будет?
Замечательная песня, вокальный квартет «Аккорд». Песня называется «Звездопад». Я тоже представил, как я сейчас как раз там где-то под звездами в палатке в селе Уленкуль. Ну ладно, мы об этом сейчас более подробно поговорим. Добрый вечер тем, кто только что подключился к «Маяку». С вами Михаил Кузин и Елена Щетинина. Напомню, что мы продолжаем разговор об этнотуризме. О такой точке на карте Омской области, как село Уленкуль, это Большереченский район. И гости нашей студии, наши собеседники, историк и археолог Борис Мельников и Камиль Сейфуллин. У него так длинно называется, так его, значит, должность. Сейчас, друзья, сейчас я выговорю. Сопредседатель Совета региональной татарской национально-культурной автономии Омской области Маданият. Можно просто региональная автономия татар. Хорошо, так и будем, да. Телефоны прямого эфира 650555, 650511, номер Вайбера и WhatsApp для пользователей интернета у нас тоже не изменился за время эфира, 8 962 034 1199. У нас, кстати, вот Лена мне показывает, есть несколько сообщений, у нас какой-то пытливый есть такой, очень такой, по имени Татьяна, наш радиослушатель. Итак, первый вопрос. Я буду вот по тому, как поступали вопросы. Про пункты весового контроля. Деньги со штрафов можно ли направить на дорогу в Уленкуль? Мы являемся представителями общественной организации. Мы не можем подменять функции исполнительной власти. Давайте в форме блиц. Нет, нельзя. Нет, да, конечно. А сколько будет стоить путевка выходного дня? Сейчас мы пока в июле хотим сделать пробно, то есть фонд президентских грантов предполагает, что мы это все создаем, делаем, приглашаем туристов из Омска, из Омской области, гостей из других регионов. Проводим это пробно, а в дальнейшем мы попытаемся совместно с правительством Омской области сделать это уже как полноценный туристический комплекс. Вот вопрос попутно. У вас же есть в соцсетях группы. Озвучите, пожалуйста, чтобы можно было следить. Татары Омска, можно загуглить, Татары Омска ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке. Все, Татары Омска, все найдут. Так я так не понял, деньги-то надо будет платить? Кассовый аппарат будет? Погодите, тут вопросы идут по очереди. Я не понял, подожди, ответа на этот вопрос. Надо ли платить деньги? Михаил, получается, в рамках этого проекта мы все сделаем бесплатно, пригласим гостей. Все. Пробно. Все. В дальнейшем. Так, дальше. Так, а там есть где жить? Гостиница, например? Естественно, гостиницы в деревне нет. Полноценной гостиницы нет даже в Большеречье. Я помню, губернатор поднимал вопрос о том, что нужно сделать ремонт, чтобы привлекать больше людей. И я думаю, вот мы сейчас с Борисом Викторовичем обсуждали, он предлагает, можно сделать палаточное размещение пока временно. Кемпинг, да? Кемпинг, сейчас модно, на кстати, лето. Да, почему бы нет? Будет ли дегустация национальных блюд? Блюда, конечно, будут. Мы сколько приезжаем в Уленкуль, всегда местные жители готовят и баранину, и конину, выпечка жареная. То есть вот на этом этнографическом подворье там все это будет представлено? Будет, конечно. Но это надо заказывать заранее как-то? Мы это все сами сделаем, подготовим к приезду гостей. Я имею в виду именно те дни, когда мы пригласим гостей. Именно про эти дни. Как будет организован досуг? Рыбалка, конные прогулки, поход за грибами, ягодами, баня там будет? Сейчас проект у нас не до конца разработан. В марте, в апреле, в мае, в июне мы будем доделывать комплекс. И пока сейчас предложения все эти рассматриваем. Ну а, конечно, когда мы примем гостей, мы покажем и кухню, мы покажем местный ансамбль, музей. В Уленкуле очень много, на самом деле, такого разнообразного досуга. Мы предполагали, конечно, и ягоды, и грибы. Озеро Уленкуль, кстати, находится прямо в самом селе Уленкуль, и можем с местными жителями этот вопрос обсудить. Ну и последний вопрос, так я понимаю, на него уже был дан опосредованный ответ, когда первый заезд, может быть, его сделать льготным, как первому покупателю со скидкой. Там вообще бесплатно. 11 июля мы планируем принять гостей именно в этот день. Вот, кстати, вот о народных промыслах. Вообще, что там предполагается? Ну вот вы там дом, да, сделаете, да? В этом доме что будет? Ну как вот я вот всегда по музеям там каким-то русской старины бродишь, прялка стоит, саха какая-нибудь, костюм висит какой-нибудь, сарафан, да, самовар, да. Самовар, сарафан, по дому патефон. Обсуждаем, дом 5 стенок, это 2 комнаты. Мы сейчас делаем старинную печь, как раньше делали печки, на которой можно было и погреться, наверху полежать, и что-то приготовить, имеется в виду, в самой печи. Хлеб, там еще что-то. Чувал будет на улице? Чувал, это что такое?
Так, понял. Ну, вот тоже вопрос, по-моему, на него уже был ответ. А рыба в озере водится? Рыба в озере Карась. водится, рыбачат люди, да. Можно ли там купаться? Я Это все вот- вопросы, которые на WhatsApp нам Вот пришли. купаются там. Купаются, видимо, да. Я Ну, вот да, приезжал. Года 4 назад июле. я там был последний раз, купались. Слушайте, друзья, ну давайте я вот так предметный такой вопрос задам. Хорошо. Я приехал, вот стоит дом, который как музей, да, вот там предметы быта, что-то еще остальное. А экскурс... Вот сейчас нам повезло, кстати, сейчас перебью. Вот у нас в студии сидит Борис Викторович Мельников, историк, археолог, краевед, этнолог, ну и прочее, скажем так, да. Вот он нам может рассказать о быте сибирских татар. А вот я приехал туда, например, да, и будет какой-то экскурсовод, человек-краевед, который расскажет, как жили вот коренные Конечно, мы здесь планируем. жители, да. Планируем Что они привлечь. делали, какие были народные промыслы, как они собирали грибы, как ловили рыбу. У нас есть и местные краеведы, которые уленкульцы, которые создавали музей. Есть замдиректора школы, который постоянно проводит для меня экскурсии. Он уже устал от меня. Приезжают в Омск, здесь мы делаем для них экскурсию, все рассказывают. Приезжаю я, снимаю на камеру сам. Он делает еще раз экскурсию, подробно обо всем рассказывает. Когда была основана школа, как люди жили, как татары в начале 20 века уехали в Турцию, в Баграделик, основали деревню. Обо всем этом подробно. Есть и представители местного ансамбля, которые могут уже про саму выпечку рассказать, как что делается, показать мастер-классы. Там есть ансамбль. Конечно, местный Народный. ансамбль «Татарский наза». Но, кстати, вот в таких Сейчас, случаях секунду, обычно... я напомню, просто телефон прямого эфира 6505 55 65 05 11, вайбер 8 962 034 11 99. Слово Борису Мельникову. Так вот я... Борис Ильич, я вообще хотел, чем занимались татары вот на территории вот Переиртышья? Дело в том, что вот похоже именно вот с сибирскими татарами у нас первые, так скажем, очаги земледелия появились. Ну, мы знаем, что первая пашня у нас русская, это вот татары была основана в 1590. Опять перебью, простите, вот у меня прямо 8 году, да. зудит. Татары и казахи – это родственный народ? Родственный. Да, конечно. Да, но они очень сильно отличаются. Ну, казахи проживали в степной зоне на юге Омской области, а сибирские татары... Народ кочевой, Ну, казахи. Казахи, да. Да. Казахи А татары? Татары полуоседлые, потому, Вот, вот. опять же, в зависимости от географической зоны, Ну, вы говорите, если мы пашни и всё остальное. возьмем заболотных татар, они на рыболовстве в основном сидят, да, значит, земледелие практически у всех, ячмень они разводили, да. Потом, знаете, вот, к сожалению, очень мало осталось, ну, еще где-то вот есть, там, в Устишимском районе, где-то в Тиврисском можно найти, татары делают прекрасное пиво. Прекрасное пиво. Вот. А его же, извините, им нужно хмель выращивать на своем хмеле, да, на своем зерне. Так нельзя же. Вот. Так я как человек, Оранжевый, я как запрещают. человек не пьющий никогда этим не интересовался и не слышал о том, что в Устишимском районе делают, там в Тиврисском. Да. Надо спросить, уточнить. Вопрос Прекрасное пришел пиво на делали. WhatsApp. Ага. Вы так вкусно сейчас рассказываете про пиво. Это уже наша другая радиослушательница или радиослушатель. Вы так вкусно рассказываете про пиво. Будут ли какие-то мастер-классы и обучения? Про пиво у нас точно не будет. Нет, тут видео в принципе Я предполагается. мы тоже за мастер-класс. здоровый образ жизни, друзья. Ну. Это было в далеком прошлом. Я хочу Да, и не в сказать, нашем районе. что каждый из нас, в общем-то, ест татарское блюдо, потребляет, особенно в студенческие годы, потому что беляш – это татарское национальное блюдо. Абсолютно они такие разные бывают беляши. То есть у нас, видите, прижилось вот это вот в качестве фастфуда. Все равно вернемся к вопросу, будут ли какие-то мастер-классы, видимо, по Ну, кулинарным. Мастер-классы можем и по кулинарному сделать, показать, как это все готовится прямо на месте. Мастер-классы почему? Можем что-то из быта, как что это производится. Мы будем смотреть сейчас весной, делать карту нашего посещения, что, где, когда мы посещаем, что мы можем показать. И вот еще вопрос снова на WhatsApp. Практичный вопрос для отдыхающих. Какая там инфраструктура? Магазин, кафе, хоть что-нибудь для городских жителей, чтобы остановиться и отдохнуть, что-то купить из еды, попить кофе? Аптека. Да, кстати. Магазины, конечно, есть. Так, по поводу чего еще вопрос был? Кафе нет. Что-то из еды и попить кофе. Нет. Ну, Уленкуль это, чтобы было представление, Медпункт, например. это 500-600 человек проживает в деревне. Там есть крестьянское фермерское хозяйство, ИП Кучуку. Разводят они крупнорогатый скот, возделывают землю. Есть школа средняя, 11 классов. И дом культуры одноэтажный. Недавно возвели в 2012 году. Дом культуры, это хорошо. Вопрос, будут Да. ли угощать кумысом?
Кумыс. Я вот не вспомню, чтобы у Ленкульца угощали кумысом. Возможно, сейчас уже и не делают его. Видите, вам уже практически, собственно, Да, наводки дают. Да. А вообще на лошади интересуется. можно будет там прокатиться? На лошади, думаю, да, потому что Если лошади это у Ленкулей есть. А лошадь это в традиции вообще татар? Да, конечно. Во-первых, само мясо, из которого сибирские татары питаются, это и лошадь, это и баранина, и крупнорогатый скот. Пока вопросы на WhatsApp закончились. Хорошо, я задам вопрос. Будет ли там, скажем так, экспозиция народного костюма? А народных костюмов у нас очень много. Костюмы есть в самом музее, в школе. Я видел 3 или 4 костюма. Есть костюм военный, по-моему. Это костюм одного из ветеранов Великой Отечественной войны, который пришел в нем в 1945 году. Есть костюмы сибирских татар, есть современные сценические костюмы, которые мы уже шили и по гранту, в том числе и подарили ансамблю. Все это можно будет, даже на нашем сайте можно посмотреть, ulenkul.ru, сайт нашего проекта. То есть, в общем-то, интересуется чем? Что приехать сфотографироваться в костюме? В костюме, народном, я думаю, да, можно будет. Это вот Да. тоже распространенный, да. Еще такой полувопрос, полупредложение. Предлагаем организовать фестиваль Бишбармака. Это возможно? Вообще мы думаем в последующие годы, чтобы привлекать туристов в теплый период года, когда это удобно, комфортно, приехать, посмотреть, мы хотели бы сделать, возможно, гастрофестиваль. Именно летом, именно приглашать гостей, не только татар, казахов, русских, да всех подряд. Ребята, приезжайте, давайте вкусно приготовим, отдохнем на природе, проведем прекрасное время, ознакомимся с культурой сибирских татар, бухарцев. И я думаю, это будет хорошая альтернатива для вот таких Я мероприятий. почему про костюмы задал вопрос? Если столько вот этнических, скажем так, групп, подгрупп, так, татар проживает разных, костюмы ведь тоже у всех разные получаются? Да. Да, Борис? Отличаются, конечно. Да. То есть барабинский костюм отличается от казанского, прямо как небо и земля, в общем-то. Есть общее, ну, видите, у нас сложилось уже как будто, есть такое выражение, общесоветская культура, да, то есть нивелировка произошла, но тем не менее, если вот, так скажем, покопаться, специалисты есть у нас в Омске по традиционной культуре сибирских татар, это все можно восстановить. У меня тогда такой будет вопрос, может быть, немножко чересчур научный, но все равно, то есть вы сейчас упоминаете вот Бишбармак, Чак-Чак и так далее, то есть это беляш, кумыс. То есть это вещи, которые знакомы очень многим. То есть есть определенные стереотипы, которые складываются о каждой культуре. Вот вы вот сталкивались с какими стереотипами о татарской культуре? Ну, я сталкивался с тем, что спрашивают, почему вы не в Татарстане? Почему не поехал туда учиться, работать? Ты же татарин. Но когда начинаешь человеку рассказывать о том, что татары компактно проживают во многих регионах, и это их историческая родина, и на Урале татары жили, и в Поволжье, и в Астрахани, астраханские татары, и в Сибирь. Азербайджане. Но Азербайджан это, видимо, уже переселенцы, которые, да? Нет, они так и назывались. Да? Азербайджанские татары раньше, да. Вот, так, нет, вот дело в том, что вот стереотип есть такой вот, русский стереотип. Я не знаю, там балалайка, валенки, матрешка. Борщ, Борщ? блины. Нет, борщ это украинский. Хорошо, блины с икрой. Да, да. А вот про Бишбармак вы сказали. Да. Бишбармак это все-таки казахский. Казахское Да. в большей степени блюдо, конечно. Чак-чак. Вон Чак-чак оно это что. казанское больше блюдо. Поволжские татары его готовят. Но сейчас уже и в Сибири Все, распространено. отставить кулинарную тему. Да. Мы прервемся, давайте, друзья, на прогноз погоды, после чего вернемся в студию, продолжим наш разговор. Друзья, у нас осталось буквально несколько минут. Давайте на вопросы Viber и WhatsApp ответим, которые... Да, значит, этот вопрос еще пришел, тоже 2 вопроса пришли на WhatsApp. Этот проект попадает под развитие малого и среднего бизнеса. Доходы придется платить в казну района. Ваш проект поддерживает глава района? С главой района мы на связи, конечно, он в курсе о нашем проекте. В 3-й раз уже скажу, что в рамках фонда президентского гранта, в рамках реализации этого проекта мы все делаем бесплатно. То есть мы в июле примем гостей, проведем это все. У нас будет готово подворье, дом сибирского татарина. Это у вас будет презентация? Это будет презентация, да. Это все, что мы сделаем в рамках проекта. В дальнейшем, конечно, мы можем использовать это подворье в коммерческих целях. Естественно, это уже... Грант у вас заканчивается когда? В конце 2020 года.
То есть с 2021 года уже что-то такое вот возможно. Следующий вопрос. Почему был выбран Улинкуля, а не Куйгалы или Черналы? Я, наверное, правильно, неправильно? Куйгалы, Черталы. Куйгалы, Черналы тоже есть такая Черналы, деревня. Да. пошли. И Черталы, и Черналы есть. Самое главное было, чтобы местные жители проявили инициативу, чтобы имелась база. Уленкуль постоянно с нами работает, принимает нас. Это же сложно. Приезжает гость с Москвы, мы садимся в машину, едем, и нас встречают с чак-чаком, с мясом. И фольклорный ансамбль, фольклорный есть, ансамбль, и Дом культуры, да, и конечно, музей. это Конечно. дорого стоит. Школа. Да, конечно. Еще такой вопрос Стиль. пришел на WhatsApp. Можно ли у вас проконсультироваться по тому, как правильно заполнять документы на грант? Видимо, у кого-то наболело. Это у нас Диляра Султанова, она сейчас уехала в Казань по делам, деловая поездка. Можно обратиться ко мне, спросить, ВКонтакте меня можно найти, Сайфуллин Камиль, и выйти с нами на связь. Еще тоже вопрос пришел нам на Viber. Есть ли еще какие-то планы, еще какие-то идеи для гранта? Если да, то какие? Мы регулярно подаем. Сейчас началась волна. Это Омская область. Омск объявляет. Регулярно мы подаем. Уже региональные и муниципальные, городские гранты. гранты, да. Ежегодно мы подаем на Сабантуй региональный, который в Омске проходит. В прошлом году в ноябре мы успешно провели детский языковой лагерь татарский в Большереческом районе, лагерь «Алые паруса». И я думаю, мы попробуем снова нынче подать заявку, выиграть и порядка 50 детей татар со всей Омской области собрать. Ну, наверное, последний вопрос. Что? Да, вот я хотел просто спросить. Дети, татарский язык в школах сегодня изучается? В Уленкуле он преподается на постоянной основе, Так. и в 7 школах Омской области на факультативной основе, да. А все ли татары умеют говорить и городе- писать? В городе, конечно, с этим сложнее. Вот. Ради чего, может быть, и организуются вот такие грантовые Да. проекты, конечно. Да. Пришел Чтобы- еще вопрос. Вы сказали, что это ваша не первая заявка на грант. Можете ли поделиться секретом, какие вы уже идеи подавали, но они не получили продвижения? Вспомнить сложно. Я бы вам сказал, предыдущий грант 3 миллиона рублей мы подавали на Дни татарской культуры. Проводили в марте 2018 года. Мы встречали гостей в Конгресс-холле. У нас был большой концерт Татар-Каза, Татар-ЕГТ. Это конкурс красоты. Можно зайти на сайт президентских грантов, допустим, посмотреть, Да, какие, там всё кто отображается, выиграл. кто Внимательно какие Еще вопрос, интересуется этим да. вопросом. Да-да-да. да. А поближе можно организовать национальную деревню, чтобы дорога хорошая была? У нас, к Кстати, сожалению, это очень у нас, важный, у нас, болезненный вопрос, по большому болезненно. счету. У нас, друзья, к да. сожалению, рядом нет, рядом с Омском татарских деревень, это все начинается как раз с Большереченского района. Но у нас есть мысль организовать культурный центр в самом Омске, где бы можно было выставить костюмы, предметы быта, да и просто где татарская То молодежь есть могла бы что-то приходить. типа музея под открытым небом, Не да? только музей, а Дом культуры А. Ну, татарской. кстати, это очень интересно, и люди бы пошли. Да. Центров, да, у нас, к сожалению, дома культуры разваливаются, стоят. Камиль, ну, Вот, успехов вам. Спасибо вам, Успехов Михаил. вам, да. Просто время нашей передачи подходит к концу. В прямом эфире с вами работали Михаил Кузин и Елена Щетинина. За операторским пультом нам помогал Сергей Лазюк. Нам в гостях «Маяка», повторю, сегодня были историк и археолог Борис Мельников и Камиль Сейфуллин. Он представляет региональную татарскую национальную автономию Омской области. Спасибо, друзья, за интересный, содержательный разговор. Спасибо вам. Всего доброго, удачи Ну, всем. да, ну а мы с вами, уважаемые радиослушатели, встретимся завтра в это же время на частоте «Маяка» 88,6 FM. Любите и знайте историю, свой край, здоровья всем и, конечно, хорошего настроения.